Добрый день. Сегодня знаменательный день, 18 августа. Это День географа, День образования Русского географического общества. А мы продолжаем проект по грантовому проекту Русского географического общества «Исчезнувшие деревни Удмуртии». И сегодня мы прибыли в Каракулинский район и находимся около часовни. И что за Каракулинский район, чем он знаменит, нам расскажет директор музея истории Каракулинского района Николай Александрович Мухачев. Или Мухачев? Мухачев. Мухачев, я чуть правильно сказал. Да, йо. Ну, Николай Александрович, где мы сейчас стоим? Добрый день. Мы стоим вот не просто вот это сзади, которое смотрим, да, это Никольская часовня, которая построена в 1907 года, а мы стоим на Базарной площади. Вот теми и знаменитое село Каракульно. Почему? Потому что село Каракульно в южной части, ну, будем говорить сейчас Удмуртии, в то время Вятской губернии, например, Казанско-Вянской губернии и так далее, значит, да, вот село Каракульно было центром торговли, вот оно и знаменито. Почему? Потому что село Каракульно, оно находится на стыке как раз 3 республик. И совершенно отсюда недалеко находится река Белая. И вот это именно село Каракульно и вот самое сделало знаменитым как торговое село. А если говорить о нашем районе, то наш район образовался 4 ноября 1924 года. Ну а село Каракульно, первое упоминание было это 1685 года. 17 век. Да, это 17 век. И село Каракульно в переводе, вообще кто-то говорит, ну и тут спор вообще, да. Официально, конечно, село Каракульно это с переводе с тюркского это Черное озеро или болото. Каракуль. Да. Нас больше интересует современная история, вот, исчезнувшие деревни, много их у вас слышали? У нас в районе деревень так таковых исчезнуть было много. Так вообще исчезнуть больше деревень полусотни, да? 48. 48. И такие названия, например, интересное название у нас когда-то была деревня, это Венеция. Вот история вот этой исчезнувшей деревни Венеция. Оказывается, здесь после Отечественной войны, первой, я имею в виду 1812 года, здесь были пленные. Вот. То ли французы, или смесили с итальянцами и так далее. Они здесь работали, они, ну, дома строили и так далее, ну, как пленные, все равно просто так не сидели, и им где-то надо было жить. И они подумали, а что ж нам деревню не сделать? Срубили деревню и подумали, а кто-то там был, ну, наверное, скорее всего, староста, да, из Венеции был. А давайте назовем эту деревню Венеция. Вот так появилась деревня. Я удивился, Венеция. Когда увидел Венеция. Да, откуда вот, мы такая да. деревня появилась тут? Такая Ну, интересная спасибо. А сейчас история. мы куда поедем? А сейчас мы поедем в деревню Обухи, там тоже очень интересно. И отсюда 15 километров. Поехали? От села Каракуль. Поехали, там тоже будет очень интересно. И тем более вот в эту субботу там будет праздник исчезнувшей деревни. Надо же. Вот. Вот мы приехали на новое место, находимся в пойме реки Камы, слева коренной склон Камы, а мы стоим и находимся на улице бывшей деревни Обухи. Об этой деревне нам расскажет Николай Александрович. Что интересно нам, поведайте, Николай Александрович, об этой деревне. Но эта деревня тоже самое очень знаменитая. Деревня Обухи, она очень старая деревня, больше 300 лет. Но в одних источниках вообще написано, что деревня образовалась в 1701 году. Даже так? Да. Ну, деревня около 500 домов, 52 дома было и 588 населения было. Большое. Вот. Да. А сама деревня расположилась, это мы на центральной улице. Здесь одна совершенно улица была, но она продвигалась 1,5-2 километра. На склоне, наверное, сады Да, были, да? дома были с обеих сторон. То есть и вот возле склона, и внизу дома были. Вообще деревня Обухи, вот почему название такое, да? Вообще спорят, и никто не может объяснить, откуда пошло название деревни Обухи. Вот. Кто-то говорит, что
самый первый основатель Обух. Ну, как раньше, любая деревня, основатель, староста, да, назвали и так далее. Это может быть на самом деле. А вообще Обухи, оно слово происходит, это обух, это часть от топора. Вот, ну, я вот, например, думаю, что это и есть название пошло, что часть топора. Почему? Обухи хорошие делали. Да, потому что здесь там мастерские были, кузницы здесь были, деревня Обухи. И вот отсюда, может быть, и название такое и пошло. И вот эта деревня Обухи, конечно, это, вот, например, родина моих предков. Здесь жила мама, она здесь родилась, в деревне Обухи. Мой дед. То есть это, получается, ваша малая родина ваших Да. родителей. Да. И мой дедушка, Шумков Иван Андреянович, он родился в 1889 году. В 2014 году его взяли на войну. Это Первая империалистическая война. Он служил в кавалерии. Ну, а когда началась коллективизация в 26 году, в общем-то, по всей деревне, здесь, в деревне Обухи, никто читать, писать толком не мог. Кроме его, да? Да, а мой дед умел. И поэтому думали, кого поставить председателем. И моего деда вот поставили. А здесь вообще два колхоза было. Это Рыбацкий и Светлый. Вот. А потом это переименовали «Новую жизнь». А почему Рыбацкий? Если вот так вот посмотреть, вот вдоль дороги, там в самом конце, там очень большое озеро. И очень красивое, ольховое. И вот почему колхоз Рыбацкий назвали, что часть деревни Обухи просто ловили, рыбачили тут, Рыбацкий, и назвали. Основной промысел был, да? Да. И я тоже считаю деревню Обухи, ну, это на самом деле моя родина. Вот мы приехали на новое место, недалеко от села Вятское. Деревня называлась Ветлянка. Ну, скорее всего, по названию реки, наверное. Что об этой деревне можете нам рассказать, Николай Александрович? Ну, как уже вы сказали, что деревню назвали Ветлянка. Ну, здесь не только Ветлянка была. Если посмотреть дальше, вот так вот по логу, там еще была деревня Аполихи. То есть две деревни. Если сравнивать с Обухами, то Ветлянка и Аполихи, они поменьше были. То есть и домов поменьше, и населения поменьше были. Но чем занимались здесь люди, проживавшие в этих деревнях? Но в основном здесь крестьяне жили. А раз крестьяне, естественно, занимались сельским хозяйством. Земледелие, животноводство, да? Ну, конечно, Скот разводили скот. И здесь распространено было, конечно, это разведение, это лошадей. То есть табуны очень большие были. И раз земледелием занимались, вот за этими елочками, посмотреть, там остался фундамент складов, где зерно хранили. Естественно, как и в любых, мне кажется, деревнях, здесь у нас и кузницы были. Потому что в деревне без кузнеца и без кузницы, ну, никуда. Ведь так таковых сварок не было, ничего, обязательно кузницы. И, естественно, когда коллективизация прошла, здесь тоже, естественно, колхозы были образованы. Но вот так таковых, скажем, объектов, как школ там и так далее, здесь, раз деревни маленькие, не было. Дети, наверное, ходили в Вятское, да? Естественно, ходили ближе, это самое, на центральную усадьбу. В то время можем назвать Вятское. Мы продолжаем исследовать исчезнувшие деревни Каракулинского района. И вот мы на новом месте. Деревня Клестово здесь называлась, на реке Кобылки. Почему такое странное название, нам, я думаю, расскажет Николай Александрович. Что за деревня тут была? Почему исчезла? Ну, деревня... Примерно годы. Деревня Клестово, одно из самое предположение, почему Клестово называется, ну, по основателю. Клестов. Клестов, да? Да, Клестов. Поэтому Клестово и называется с одной стороны, значит, да. А, ну, может быть, по птице звание, значит, да, созвучно что-то есть. А вот насчет речки Кобылка, ну, она сама за себя говорит. Скорее всего, поэтому она так и называется, да? Вот. В общем, мы вот в каких деревнях были, в основном эти деревни, это чисто проживали русские
Ну так исторически сложилось, что очень многие деревни, просто основатели этих деревень были русские. Может быть, здесь население это с Нижнего Новгорода или, скажем, центральных районов. Ну, в основном, как говорят краеведы и историки, очень много населения это с реки Вятки. Просто пока не спускали и расселялись, Обживали. обживали вот эти места. Ну, это одна сторона, а другая сторона, мы ведь и тоже знаем и слышали про нашествие монголов. И, естественно, очень много населения уходило ведь и на север. Все поднимались и как-то убегали и селились там, чтобы не В доступных местах. в недоступных местах. Вот, может, к этому периоду. Но вот эти деревни Крестов, вот в этой стороне, они не новые, они очень старые. Как, например, у нас Колесниково, старое такое село, значит, как Каракуля, тоже очень старое село. Так и, естественно, значит, Крестово, то же самое. Ну, население, как и у всех деревнях у нас, в Куркулинской области и в нашем сейчас районе, значит, да, конечно, сельским хозяйством. И у нас одно из предположений, что вот в этой деревне родился купец Христов. В честь его. Да, Александрович, то есть его предки эту деревню сделали. Но вот таких предположений не было. Хотя 3 года назад внук Крестова приезжал из Австралии, мы сюда приезжали, он смотрел. Он тоже считает, что его дед вот из этой деревни. И он проговаривал, тоже говорил, что основатель именно что вот Александр Романович. Как они в Австралию попали? Ну, в Во время Австралию. гражданской войны, наверное. Ну, конечно, в принципе, гражданская война, лихолетие. У нас в нашем районе, и в Сарапульском тоже районе, ведь здесь вообще кровопролитие в гражданскую сильно было. Не зря же, когда Крупская по Каме приезжала, она в своих записках написала, что где только я не была, но вот при Каме она побывала более кровопролития, где она больше не видела. И поэтому, значит, естественно, очень многие купцы уехали, эмигрировали, вот. И, естественно, вот у него дед то же самое уехал с этих мест. Ну, так получилось. Сначала, естественно, в Китай, а потом перебрался в Австралию. Ну, как говорится, купцы не все, купцы русские, они все русские. В Китае они открыли магазины, перебрались в Австралию. Они там начали торговать. Когда исчезла деревня, это тоже в разряд неперспективных попало. Да, я соглашусь с этим. Тут можно любую деревню взять, и все это вот подходит к тому, что деревня не перспективна. Ну, хотя Клестово уже рядом, Каракулина, тут совсем 2-3 километра всего. Но мы с вами же уже говорили, что все же думали, что центральную усадьбу переедут. Ну, меньше как-то это расходов, поменьше. Надо же На содержание деревни. на содержание там и так далее, и так далее. И ведь тоже, если взять, которые деревни вот исчезли, ведь это зона затопления. Правильно? Ну, да. А здесь мы видим... Особенно Юньга вот. Да, Юнга. А Христово, оно как-то не подходит. Значит, подходит как не перспективно. Перспективно, да. Ну, где-то, наверное, в 70-х, 80-х годах, да, Ну прошлого да, века. да. Скорее всего, исчезло. Итак, мы путешествуем по Каракулинскому району, исчезнувшие деревни, естественно, посещаем. Вот мы приехали в деревню, бывшую исчезнувшую деревню Юньга. Ну, здесь видно, что в основном дома стоят, но это дачники. Сама деревня исчезла. Ну, об этой деревне Юньга, интересным названием, нам опять расскажет Николай Александрович. Мы продолжаем разговор. Деревня Юнга, она входит, исчезнувшие деревни, это тот список, который я говорил уже, что в нашем районе 48 деревень исчезло. Вообще деревня Юнга, она тоже считается, она не молодая, это не по названию Юнга, значит молодая там и так далее, значит, да. Вот вообще думается, что Юнга это основатель, то же самое. А вот откуда люди сюда пришли, то же самое нужно выяснять. Потому что, ну, как говорится, не все знают. Если вы
поговорить, значит, да. Опять же говорю, может быть, Исследовать реакция. надо, да. Да, исследовать надо. Вот конкретно таких документов, подтверждающих, что это вот святки мужики пришли, или с Нижнего Новгорода, может, еще откуда-то там пришли и так далее. Вот подтверждающего вот такого нет в данный момент. Ну, деревня, она старейшая деревня. Вот как и Где-то другие. 16-17 века, Да, да? ну где-то так, естественно, значит. Вот. Ну, место здесь живописное, ну, во-первых, видим мы это, не зря здесь люди поселились. Ну, во-первых, это речка, это Кама, это просто отсюда вот не видно, значит, да, Кама. Ну, естественно, раз Кама, это опять же, это рыболовство и так далее. Но на Юнге вот есть, было вернее, и сейчас это все это происходит, здесь занимались пчеловодством. Вот. Разводили очень много пчел. Воротничество. Ну, тогда так называлось, значит, да? Вот. А сейчас, в данный момент, вот, эта Юнга, она, как вы сказали, это в основном это дачный поселок. Дачники тоже пчеловодством, да, Да, занимаются? и дачники тоже самое, тоже, да, пчеловодство, мед. И, между прочим, здесь у нас в Каракульне он отличается вообще мед от северных районов. Цветочный. Да, цветочный. Даже если сравнивать с Башкирией, совершенно другой мед. Вкусный. Да, и вот на Юнге именно вот такой мед. Но если с Юнги сравнивать, вятский мед все покрупнее. Вот. Там, потому что и цветов побольше, и так далее. Ну, а деревня Юнга, она не то, что как перспективно вот, ликвидировала, значит, да, она находится на берегу река Кама. И мы знаем, что есть программа такая была, это зона затопления. И Юнга, вот она попала под зону затопления. Нижнекамское водохранилище должны были выше поднять. Да. Она в зону затопления Да. И поэтому вот так вот людей переселили. Переселили насильно. Заставили. Ну, получается так. Да. Так вот. Ну, а сейчас мы видим, что, естественно, зоны затопления никакой нет, а деревни нет, но все равно красота, то, что река Кама и вот речушка и так далее, люди сюда едут, с удовольствием строятся. Красивое место пустым не будет. Да, не будет. И огороды, и тут тоже все растет, и яблок очень много, и так далее. Я уж не говорю про ягоды. Ягод тоже много, да.